professional record 7 wins, 2 losses, stands 180 centimeters tall. His weight 84 kilograms. Fighting out of Bukhara, Uzbekistan, Mamurjon Hamidov. His opponent fighting out of the red corner. His professional record 10 wins, no losses, stands 183 centimeters tall. His weight 84 kilograms. Fighting out of Makhachkala, Russia, Ramazan Gasanov. Бойцы на середину. Слушаем мою команду. Действуем согласно правилам. Пожали руки. Удачи. И начинается главный бой этого карда. Рамазан Гасанов против Хамидова Мамурджона. Судьи готовы? Боец готов? Боец готов. Первый раунд. И мы готовы. Да, кстати, когда мы обсуждали спарринг-партнеров Рамазана Гасанова, я совсем забыл сказать про Анкалаева. Магомед Анкалаев просто топ и народный чемпион в 93 килограмма UFC. Он тренируется вместе. Миш, и сейчас уже в начале невооруженным глазом видно, как Рамазан набрал именно в ударной технике, да, уже по стойке даже видно Рамазана, что он поработал над этим, да, аспектом своей техники. Ох, ой, хай-кик в исполнении. Хотя мы ждали его все-таки от Хамидова, да, но вот нет, мы ждали от Хамидова сейчас хай-кики, а в итоге я ждал проход. Рамазан. Ну, я тоже, да, ждал Гасанова проход. Но я думаю, что он хочет все равно почувствовать, что у него с ударкой. Вот, знаешь, и первый перевод пропустил и сразу же сделал перевод. Конечно же, не получится отсюда задушить через руку. Да, такого высокоуровневого, да, грэплера, кем является Рамазан, тяжело задушить в таком положении. Ну и через руку, к тому же, то есть... Да, это очень редкое явление. Сейчас просто будет, на самом деле, Хамидов затекать, то есть надо, на самом деле, ему... Не мне советовать, но я бы отпустил бы захват и пытался бы как-то встать. Хотя, с другой стороны, с Гасановым тоже это проблематично будет. Ну, видно уже, что там прям большой зазор, спокойно дышит Гасанов. Да, скорее всего, наверное, хочет минимализировать, хотел ущерб именно, да, сейчас от нанесенных ударов. Сейчас, думаю, будет короткий локоть в исполнении Рамазана. Ну и вот, да, он в своей удобной для себя позиции. Здесь ему работать комфортно, сидеть сверху, пусть из гарда, но при этом наносить там тяжелые удары, оттягивая. Да, вот именно головой доставляет дискомфорт, да, подавливает. Да, нет, где-то на челюсть, где-то на нос. Накидывает несколько ударов, потом... А сейчас он уже, кстати, обходить стал, уже в халфгарде находится. Халфгард вышел. Я думаю, может сейчас будет готовить какой-нибудь прием. Кричат в углу Рамазан, что нужно проходить руку. Ну, мне кажется, то есть Рамазан, знаешь, он знает, что вот отсюда именно делать. Если бы там в стойке, наверное, стоило бы ему что-то сказать по поводу советов, а здесь просто для него обычная его работа. Да, он себя чувствует как рыба в воде. И думаю, уже, наверное, что-то готовят в голове. Есть какой-то план. И, возможно, сейчас мы увидим ручной треугольник, выход на ручной треугольник, да? Что сейчас мы, скорее всего, и увидим. Но нет, пока что отбивает корпус. Он будет накидывать, может, сейчас на Кимуру даже выйдет. Я не знаю, но, в принципе, он комфортно себя чувствует в нанесении ударов, контролирует хорошо. Да, сейчас свободно контролирует, да, в халгарде. Такая позиция, полухалгард, полусайд-контроль. Не цепляйся, толкайся. Да, успевает еще с ногами работать, рукой. Да, отключается, успевает разговаривать. На. Ну, вот сейчас, да, выход удар действительно на треугольник руками. Ну, думаю, что нет, он просто будет мучить. А потом ну, 2 минуты, тем более уже осталось до окончания этого поединка. Да, Хамидову тяжело. Очевидно, что он знал, наверное, с кем выходит, но от этого легче ему не становится. Да, жесткий удар. Такой, да? На самом деле такой, знаешь, оплеуха, можно лучше так сказать. осторожней, конечно, вот с такими ударами, потому что можно было попасть в затылок. И да, и он считался бы не совсем легальным удар. Сейчас попытка Хамидова выйти, да, на Кимуру. Но я не думаю, что вот что-то получится. Да, настолько высокоуровневому бойцу в борьбе получится сделать Кимуру. Отсюда, особенно не контролируя. Там, ну, не боится, рискует. Хамидов, да, пытается сделать. Возможно, физическая сила позволит ему что-то, при этом ухудшает свою позицию. Ох, и тут колени да, такие колени фарты, жесткие. да? Вот как бы сейчас спину еще не отдал бы Хамидов, потому что уже, мне кажется,
Гасанов прям близок к его спине. Забрал эту позицию. Ну и вот своей левой рукой забирает руку своего соперника. Очень такая неудобная позиция. Для Хамидова сложно защищаться, когда твою руку сзади за спиной контролирует. Но получается у него руку выхватить. И Гасанов все еще сверху наносит тяжелый удар. Да, такие плотные удары, жесткие. И локоть прошел, который заставил отвернуться аж Хамидова. Да, хаммеры тяжелые. Еще один боковой. Да, прям по уху. Много урона съедает сейчас Хамидов. Думаю, что у него большие проблемы, хоть и остается 30 секунд, но не факт, что он до этих... Ой, локоть злой такой. Да, все, по-моему, все. Это все. Стучит Хамидов. Да, 20 От пропущенных секунд ударов. до конца боя. И Рамазан Гасанов одерживает очередную победу. Непобежденный боец. Я так понимаю, что это 11-я победа. Хамидов. Да, 11-я победа в его карьере. In 4 minutes 40 seconds of round number 1. Winner by TKO, fighter of the red corner, Рамазан Гасанов! Рамазан, поздравляю с очередной победой. Новая для тебя весовая категория. Какие ощущения? Это не новое для меня. Я первый раз уже дрался на 84. Правда, я на 77 гонял и дрался на 84. Мне разницы нету. Когда я в форме, мне главное, чтобы соперник до ринга добрался, остальное уже не важно. Что для тебя дальше? Вот сейчас 84 килограмма, сверхуспешное выступление. Хочешь попробовать себя там? Или все-таки 77, защита титула? Есть Самандар, который очень хочет с тобой боя. Я так понимаю, что он даже приехал сегодня сюда, чтобы с тобой встретиться. Я не... на 84 я не думаю, что я буду продолжать. У меня на 77 есть незаконченное дело. Во-первых, это Самандар, во-вторых, Пума. Я думаю, пока Самандар войдет в форму, скорее всего, мы уже, думаю, с Пумой подеремся. Видно будет, сегодня Пума будет драться. Посмотрим, кто из них выиграет. Вот. Тоже интересный бой было бы. А так, Самандар же кричал там: Гасанов, Гасанов, дайте мне Гасанова. Я вот здесь, пожалуйста, я пришел, я победил. А где Самандар? Что-то я не вижу Самандара. Где ваш гангстер? Выходи сюда. Да, Самандар, я думаю, что можно тебе выйти сейчас в клетку и, может быть, сделать вам face-to-face. Самандар, как тебе выступление Рамазана? Очень классно, как всегда. Четко, Как всегда, на досрочно. красоте. Да. Самандар, по идее, я должен был с тобой драться сегодня. Вот я в форме и вышел здесь. Почему ты не в форме? Почему ты так не относишься непрофессионально? Нет, дело не в этом. У нас есть своя команда. Это профессиональный спорт. Мы это знаем, к чему, к чего. Так что у нас тренерский состав так решил, и я. Просто, И смотри, насчет... когда ты последний раз выиграл, кричал: дайте мне январь-февраль, Гасанова, дайте мне. У тебя было 4 месяца на подготовку. Почему ты не подготовился? Я все это время утром, вечером тренировался. С зала не выходил, думал, что я буду с тобой драться. И в итоге ты соскочил. Я не соскочил. Как суждено, так и будет, брат мой. Это на все воля. Да, Я по знаю. воле Всевышнего. Так что Ты просто скажи мне, когда ты будешь готов. любое время я готов. Через месяц я уже буду готов. Давай хоть час, мне разницы нету. Мне тоже разницы нету. Сейчас не надо. Надо будет... время обозначим, вот тогда будете готовы оба. Так что, Самандар, Это будет... я думаю, в следующий раз не будет такого, чтобы я приехал и мне дали замену. Не будет такого, это бомбовый бой будет, я вам обещаю. Так что вперед, Самандар, я буду ждать тебя. Конечно, это бомбовый бой будет, я вам всем докажу, что я. Давайте face-to-face. Я тебе так